Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. І цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним. Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Сегодня в интервью турецкой газете «Хюрриет» вот что он сказал. Якщо Азербайджан захоче вирішити цю проблему, ми сказали, що будемо його підтримувати. Якщо Азербайджан направить запит, ми зробимо все необхідне. Але ми бачимо, що можливостей Азербайджану достатньо. Азербайджан правий морально і юридично. Міжнародна громадськість повинна ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і в Грузії. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, цитирую, «Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в регионе. Турция наша братская страна и наш союзник». Конец цитаты. Он также заверил, что турецкие самолеты F-16 никоим образом не участвуют в боевых действиях. А вот представитель Минобороны Армении Аванесян пишет, что Азербайджан наносит авиаудары на севере Нагорного Карабаха. Он утверждает, что используются турецкие беспилотники, ракеты большой дальности класса воздух-земля, а авиация противника действует издалека, не заходя в зону действия средств ПВО. Также он заявил, что якобы записаны разговоры пилотов на турецком языке. Вот президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления Турции о конфликте. Он назвал их воинственными, безрассудными и опасными. Франція, як і раніше, дуже стурбована військовими закликами Туреччини, які звучать в останні години, про відвоювання Азербайджаном Нагірного Карабаху. Ми цього не допустимо. Я кажу Вірменії і вірменам. Франція зіграє свою роль. Также среди последних новостей следующее. Премьер-министр Армении Пашинян не исключил использование в конфликт российской военной базы, которая находится на территории Армении. По его словам, потенциал базы должен использоваться в конкретных ситуациях. Хотя Пашинян и считает, что такой необходимости пока нет. Он заявил, что ситуация непредсказуемая, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие. Минобороны Азербайджана утверждают, что противник якобы потерял до 2300 убитыми и ранеными. В Ереване заявляют о 790 убитых и 1900 раненых азербайджанских военных. Об этом говорится BBC News. Президент Азербайджана также сказал, при каких условиях прекратятся боевые действия в Нагорном Карабахе. Давайте его послушаем. У нас тільки одна умова. Збройні сили Вірменії, безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі, і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир в регіоні. С нами сейчас на прямой связи Бурзу Алиев, заступник міністра палива та енергетики України 2008-2010 роках. З нами на прямому зв'язку. Бурзубей, селям алейкум. Сегодня президент Азербайджана Алиев сделал такое заявление о том, что война будет до победного конца. Скажите, где этот победный конец? Включает ли эта победа взятие и возвращение Ханкинди, Степанакерта? Абсолютно правильно. Но давайте вот начнем предысторию, чтобы все понимали, что там происходит. Начиная с 1988 года, когда еще был Советский Союз, руководство Советского Союза, когда видел национальные движения в Азербайджане, они как бы начинали, вот если посмотреть цепочку, сначала Нагорный Карабах, потом Приднестровье, Абхазия и так далее, и закончилось Крымом и Донбассом. Но тогда у советского руководства, а в дальнейшем уже российского руководства, было больше мотивации, потому что у Азербайджана, как все понимают, много энергоресурсов, которые нуждается Европа. Поэтому как бы Азербайджан держать на крючке, российские войска именно поддержали армянский сепаратизм, и началось там вот это движение. На сегодняшний день оккупировано не только Нагорный Карабах. 7
районов, которые никогда не входили в состав Нагорного Карабаха. Это 20%, включая Нагорный Карабах, 20% территории Азербайджана под оккупацией. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН, в котором сама же Россия, в том числе, я хочу это отдельно подчеркнуть, проголосовала, чтобы безоговорочно армянские войска должны выйти из территории Азербайджана. Они не то что не вышли, а время от времени еще и спровоцируют. Вот нельзя повторить одну ошибку дважды. В 2016 году, когда Азербайджан начал военные действия, вся руководство Российской империи было в Баку, начиная от министра обороны, министра иностранных дел, ФСБ и так далее, они все уговаривали именно Азербайджан, чтобы Азербайджан приостанавливал свои военные действия. Азербайджан тогда еще мог освободить, и до этого мог освободить. 30 лет мы ведем переговоры, есть Минская группа, которая должна освободить наши земли. Но когда уже это второй раз, вот сейчас все призывают, чтобы Азербайджан останавливал. Когда второй раз эту ошибку мы совершим, это уже будет не ошибка, это будет уже выбор.